Среда. У главного входа УФМС 400 человек. Таковы подсчеты очевидцев. Это иностранные граждане в очереди за документами. Ситуацию контролирует дежурный отряд, чтобы не допустить правонарушений. Что произошло и в чем причина ажиотажа? К миграционному центру наша съемочная группа сегодня приехала в 7:30 утра. У лестницы встречаем Фарида Бибулатова. Молодой человек из-за пандемии лишился работы повара. Чтобы устроиться на новое место, нужно предоставить вид на жительство. Начать его оформление пытается с начала недели. То попасть не можешь, то в очередь, то талон не сможешь взять. Подходишь к этому терминалу, талона нету. Подходишь к начальнику, там очереди большие. Но из этих очередей все и мучаются. В 8 утра двери УФМС открываются. Мигранты заходят за талонами. Смотри фамилию, что правильно набирала. Сотрудница центра помогает заполнить фамилию в терминале. Талон на руках. Красиво, вторую страницу мы заполнили, а как шестую сказали, что будем заполнять. Вот Рита Баймендеева из Киргизии вместе с сыном пытается разобраться с кипой анкет и документов. Хочет оформить вид на жительство. Без него женщина не может переехать в Казань к своему сыну. Вот с 6 утра мы стояли, я 9-я, потому что уже 9 человек по списку. И я не знаю еще сейчас мы попадем, какие. Мы это 3-е место меняем. Были на 15-м УФМС, потом нас направили на Михаила Миля, оттуда сюда, на Гаврилова. Но тут нереально, просто я неделю как на работу хожу сюда. За разрешением на временное пребывание пришел Бунет Касимов. Житель Узбекистана хочет устроиться подсобным рабочим и позвать в Казань семью. Но, как оказывается, вид на жительство получить нелегко. Там медосмотр пройти, сертификат получить. Где-то 25-30 уходит. Продлевать разрешение надо каждые 3 года. Документ дает право иностранцам жить и работать в России. Для его получения надо владеть русским, не болеть ВИЧ, наркоманией, оплатить госпошлину. Если проверку не прошел, обратиться за разрешением повторно можно только через год. В этом у Татарстана 500 квот. Идет планомерное сокращение выделения квоты на разрешение на временное проживание. Для того, чтобы вот данная категория иностранных граждан могла получить гражданство, минуя стадию получения разрешения на временное проживание. На первый прием заявлений этого года часть граждан записалась онлайн. Кто-то в порядке живой очереди. Желающих иностранцев проживать в Татарстане достаточно, говорит Алексей Пашин. Отсюда и очереди. Однако сейчас создавать ажиотаж в миграционных центрах не имеет смысла. Напомним, в декабре Владимир Путин продлил сроки пребывания иностранных граждан в России. Такое решение было принято из-за пандемии. Документ дает право мигрантам находиться в стране до июня. Наталья Мезина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.